Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Якутские медики на постоянной основе выезжают в Донецкую Народную Республику. Недавно домой вернулась очередная группа врачей. Какова миссия наших медиков на территории молодой республики, мы поговорим сегодня. Гость студии Иван Луцкан, главный врач Республиканской офтальмологической клинической больницы. Иван Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, телезрители. Рад вас снова видеть в нашей студии, на нашей якутской земле. Вы вернулись недавно с Донецкой Народной Республики. Расскажите, что была за миссия? У нас миссия — это продолжение той работы, которую мы начали еще в прошлом году, в октябре 2022 года, когда первая мультидисциплинарная бригада прибыла в город Кировское Донецкой Народной Республики. Тогда была она составлена из врачей Республиканской больницы 3, Республиканской больницы 2, Мирнинской центральной районной больницы и нашей офтальмологической больницы. Изучив на месте спрос населения на оказание медицинских услуг, мы пришли к выводу, что очень востребована офтальмологическая помощь населению, потому что люди не могут ее получить там своевременно. Многие ожидают только лишь консультации офтальмолога десятками лет. У них давно уже есть такое заболевание, как катаракта, и они не видят мир уже на протяжении долгого периода времени. Поэтому наша помощь оказалась своевременной для них. Жители города Кировское начали активно обращаться, и в первые же дни была им оказана хирургическая помощь. У людей начало восстанавливаться зрение, многие из них вернулись кто на работу, кто смог работать непосредственно со своими внуками, кто мог помогать даже по огороду своим близким и знакомым. И, конечно же, это не могло не вызвать от них положительную реакцию в адрес не только врачей, но и в целом нашего большого субъекта Республики Саха-Якутия, нашей великой страны России. Потому что они прекрасно понимали, что мы проделали путь в 10 тысяч километров для того, чтобы им помочь вернуть зрение. Люди очень благодарны, со слезами на глазах высказывали нам свои слова благодарности. И, конечно, это и у нас вызывало ответную реакцию. Где-то от некоторых историй комок в горле вставал, потому что это обычные жизненные истории людей, которые на протяжении уже почти 10 лет находятся под обстрелами, бомбежками и в определенном стрессе. Конечно, то, чем мы занимаемся, вот эти гуманитарные миссии с выездом в Донецкую Народную Республику, это общее дело, которое поддерживается большинством граждан не только нашей республики, но и страны в целом. Давайте еще подробнее остановимся на миссии. Какое значение, вот, на ваш взгляд, работа наших медиков имеет для местных жителей? И как они сами реагируют на вас? Вот я как раз уже начал рассказывать о том, какая реакция. Реакция очень положительная. Во-первых, я перед врачами всегда поставил задачу, что мы представляем не наши конкретно персоналии, там Луцкан, Иванов, там Белолюбский, Степанова. Мы представляем в первую очередь наш субъект, Республику Саха-Якутия. И потому, как мы будем оказывать медицинскую помощь, будут судить о развитии медицины в целом в Якутии, в нашей стране. И поверьте, у нас уже, и мы же мониторим социальные сети и видим, какие положительные отклики получает якутская медицина непосредственно на месте, потому что люди в первую очередь видят результат. И они сравнивают, как было и как может оказываться медицинская помощь, потому что Якутия все-таки считается одним из передовых субъектов по оказанию медицинских услуг и на территории Дальнего Востока, и в целом в стране. Об этом и говорил Михаил Альбертович Мурашко, когда приезжал к нам в прошлом году на открытие кардиососудистого центра. И надо понимать, что вот этот положительный отклик, который мы получаем, он в целом формирует положительный имидж Республики Саха-Якутия, нашей страны в целом, и очень теплые отношения вообще ко всем жителям Якутии, потому что там работает и не только медики, там работают специалисты в сфере ЖКХ, в сфере строительства, и очень теплое отношение к нашим ребятам, оно сквозит везде. Нас приглашают к себе домой, значит, угощают чаем, рассказывают свои какие-то жизненные истории, делятся опытом. И, конечно, это говорит о многом, потому что уже вот такое теплое отношение к нашему субъекту, к Республике Саха-Якутия, в целом к народу Якутии, оно уже на территории Донбасса присутствует. И считаю, что мы делаем очень благородное дело, потому что вот если сравнить, да, допустим, как у нас здесь выстроена медицинская помощь, как там выстроена, это большая разница, и люди прекрасно это понимают.
Иван Петрович, а каких результатов удалось добиться? Сколько вот операций успели провести? Но уже если взять все миссии, которые мы организовывали на территории Донбасса, цифра уже составляет порядка 1000 операций. Вот как раз наша последняя командировка тоже была интенсивная. Более 7000 консультаций только проведено. Многие спрашивают, как вот так в таком режиме удается работать. Ну, во-первых, мы приходим не на чистое выжженное поле, а все-таки там готовят пациентов заранее, и мы можем оперировать с колес. То есть уже все карты заполнены, все анализы сданы, люди необходимое обследование прошли, остается лишь консультация только специалистов и непосредственно сама операция. Надо понимать, что мы работали не только в городе Кировске, а работали в этой миссии уже в городе Донецке. Впервые на территории 11-й больницы провели порядка 40 операций. Даже для коллег из Донецка это какая-то такая цифра немыслимая. Вот, они активно с нами обменивались опытом, какие-то вещи мы у них переняли. Но надо понимать, что надо переходить на российские стандарты медицины, потому что все-таки и там коллеги понимают, что они во многом отстают от передовых технологий. Мы как раз эти технологии им доводим, и они активно их перенимают. Мы были в Мариуполе в феврале, там тоже рекорд наши офтальмологи поставили. За 4 дня 258 операций, никто еще рекорд не побил. Но тут суть даже не в рекорде, тут суть в том, что за каждой этой операцией стоит чья-то жизнь, чье-то возвращенное зрение. И человек, в первую очередь, который возвращается в свою семью, уже видит, может помогать своим близким, возвращается на работу. Вот это, наверное, самое главное. А какой характер операции был? Это были вот удаление катаракты или что-то, какие-то сложные? Мы занимаемся исключительно там удалением катаракты, поэтому некоторые говорят, что мы там корректируем зрение. Нет, конечно, мы только занимаемся исключительно катарактой и мелкими амбулаторными операциями. В том числе это удаление народных тел, были и осколочные ранения глаза, когда удалялись осколки от снаряда. Амбулаторные операции связаны с птеригиумом, это вот нарастание ткани роговицы далее в целом на роговицу. И вот из последних у нас как раз впервые мы там прооперировали ребенка с врожденной катарактой. Вот мама мне на днях писала слова благодарности о том, что все прошло хорошо, и коллеги с Донецка, где они показывали, сказали, очень ювелирная работа, просто молодцы якутские офтальмологи. Ну, берет же гордость. Но и надо отметить, что мы первыми в стране открыли филиал в нашей больнице на территории Донецкой Народной Республики. Первое вот медицинское учреждение из большой России, которое получило соответствующую лицензию и начинает там вот работать уже. Ну, понятно, что также будут командировки, но уже на регулярной, на постоянной основе в соответствии с графиком. Иван Петрович, насколько я понимаю, работа якутских офтальмологов, она никак не, вот в новых регионах никак она не сказывается на качестве работы здесь, в Якутии. Она не сказывается по одной простой причине. С нами выезжают всего 2 или 3 офтальмолога. Это офтальмохирурги, которые проводят оперативное вмешательство. Чаще всего они берут для этого отпуск свой плановый и направляются туда в командировку в ДНР. Соответственно, здесь плановый прием никак не страдает, уж экстренный так тем более, потому что у нас для этого есть пункт неотложной помощи, где круглосуточно дежурят врачи, и люди госпитализируются. Понятно, для плановой медицинской помощи есть свой режим ожидания. В среднем он составляет около месяца, если человек полностью готов к оперативному лечению. Но я же знаю, что когда люди говорят, вот мы ждем иногда 2-3 месяца, здесь вопрос в подготовке и необходимости этого оперативного лечения, потому что не каждую катаракту надо оперировать прямо сейчас, прямо здесь. Для этого есть определенные клинические рекомендации, которые врачи выполняют. И вот когда они приходят на прием к офтальмологу, там уже говорится, да, все-таки вам уже надо оперировать катаракту, и вы готовитесь. Иногда мешают и откладывают операцию такие состояния, как сахарный диабет. Если, допустим, сахара очень повышены, то человеку рекомендуется все-таки снизить уровень сахара, принимать соответствующие препараты для того, чтобы операция прошла успешно и не было никаких осложнений. И мы всегда действуем в интересах только пациента, чтобы не допустить каких-либо осложнений и ухудшения состояния здоровья пациентов. Ну и такой диагноз, как глаукома, когда у человека при высоком внутриглазном давлении он теряет свое зрение, там, к сожалению, не всегда операция может помочь, потому что зрение уже не восстановится, и задача операции лишь снизить вот это внутриглазное давление, чтобы не потерять то, что у человека имеется. Иван Петрович, давайте поговорим о якутском здравоохранении. Как оцениваете вот за последние несколько лет развитие сферы? И, на ваш взгляд, какие вопросы еще предстоит решить?
Ну, я же всегда выступаю не только как главный врач, да, больницы, который находится в самой системе. Я и являюсь преподавателем медицинского института, и также и сам являюсь пациентом. Я обращаюсь к нашим якутским медикам, и медицинскую помощь я получаю только в Якутске и никогда там, за пределы республики именно с целью оказания медицинской помощи не выезжал. Поэтому есть с чем сравнивать. Значит, вот если взять конкретно офтальмологическую больницу, мы за последние 3 года провели модернизацию почти всего парка медицинского оборудования, что позволило увеличить количество операций, в том числе нашей выездной офтальмохирургической бригады. Сейчас у нас 2 пары медицинского оборудования одновременно могут работать бригады в 2 муниципальных районах, как вот у нас было буквально на днях. У нас коллеги приехали из Алдана и Нерюнгри, где провели почти 200 операций. Тоже определенный рекорд для этой территории. И в этом году у нас количество операций по сравнению с предыдущими годами выросло на 70% на выезде. То есть люди не приезжают уже в Якутск, а получают помощь непосредственно в своих центральных районных больницах. Это большой плюс. Понятно, если начать говорить о крупных проектах, которые в системе здравоохранения введены, это кардиососудистый центр, который в прошлом году открыт. В этом году уже планируется запуск онкологического диспансера нового. Это вот по кардиососудистому центру уже позволило снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и количество пациентов уже стало меньше. А онкологический диспансер это позволит проводить раннюю диагностику на амбулаторном этапе и своевременное введение этого пациента уже на этапе и высокотехнологичного оказания медицинской помощи, и специализировано именно в условиях диспансера. Там увеличивается количество штатных единиц и создаются условия для проживания и лечения пациентов. И, безусловно, это то новое оборудование, которое сейчас там устанавливается, оно высокого класса, мирового класса. И понятно, что для якутян это возможность получать качественную медицинскую помощь непосредственно в Якутии. Я уж не говорю о строительстве тех больниц, которые у нас сейчас ведутся по территории республики. У нас активно вводятся объекты. Вот в Татинском Улусе у нас строится больница. В прошлом году закончилось строительство хирургического корпуса в Вилюйской центральной районной больнице. В Чурапче строится ЦРБ, в Усть-Мае ведется уже возведение на новой центральной районной больнице. То есть в каждом нашем районе есть какие-то точки, где в системе здравоохранения есть достижения. Конечно, есть и проблемы, определенно есть и нехватка кадров, и Министерство здравоохранения республики активно работает в этом направлении. У нас есть и целевые места в ординатуру. Сейчас активно предлагается и специалистам, и выпускникам поступать, и как и в центр вуза, так и в наш Северо-Восточный федеральный университет. То есть проблема кадрового дефицита, она решаться будет планомерно, потому что это не сиюминутное решение. Все-таки, чтобы воспитать врача, нужно минимум 2 года это в ординатуре. И это надо тоже понимать, что все в плановом порядке будет решаться. Понятно, есть и маршрутизация пациента. Вот тот проект мобильных докторов, которые запустили в Арктическом регионе при поддержке главы республики Айсена Сергеевича Николаева, он уже показал результат. И мы, как специализированная больница, уже с ними отрабатываем. Там готовятся пациенты, мы уже знаем, сколько пациентов с катарактой есть, и выезжаем, уже зная, какой объем медицинской помощи мы будем оказывать на месте. То есть проектов очень много. Понятно, что есть плюсы, есть минусы. Над минусами мы работаем в плановом порядке, мы это все прекрасно знаем. Но, еще раз, волшебной палочки у нас нет, и все вот так вот решить по ее мановению не всегда получается. Ну, в любом случае, рано или поздно это все равно решится. Постепенно, да. Иван Петрович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо большое, всего доброго телезрителям и, конечно же, здоровья. Ну, я напомню, что вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.